Ряды вооруженных сил России в 2018 году пополнили несколько сотен новобранцев из Ингушетии. Честь, воинская дисциплина, повиновение уставу и желание служить Родине – вот основные принципы, по которым должны будут отныне жить эти ребята. Тем не менее, цифра отбывших для прохождения военной службы могла быть и выше, сетует военный комиссар Ингушетии. Для того, чтобы популяризировать военное направление в нашем регионе и привлечь больше молодых людей для службы в вооруженных силах страны, Тимур Мистоев пригласил к себе наших земляков, которые отучились в высших военных учебных заведениях и остались работать в этом направлении в других регионах. Каждый из вас закончил школу, пришли в школу, там, поговорили с этими учащимися, с родителями, просто показать плюсы вот этой армейской жизни, офицерской жизни и сказать, вот насколько, почему-то в России все вот так идут, да, конкурсы растут. Вот в республике что-то у нас какая-то апатия. Но не только служба в армии должна привлекать молодых людей, уверены собравшиеся. Необходимо также прививать юношам жажду к знаниям военной тематики. Поступление в вузы в этом направлении – вот к чему мы должны их стимулировать, уверен Магомед Башир Олегов. Сам парень уже отучился в Михайловской артиллерийской военной академии и теперь остался работать по контракту далеко за пределами родного края. Ваш да даст мотиваш. Дук не поддержки гехадека. Хастх эхто бутик хавин сега сразу поддержки. Именно это часть хавича. Да хуан училищ будет. Дук преподаватель будет дукна. Они царь эхто хубая херцун. Просто сэг желание холодный. Что-то херцун. Однако не все может сложиться так радужно, как об этом мечтают многие наши земляки. Порой приходится сталкиваться с проблемами самого разного характера, начиная от нежелания подчиняться уставу и заканчивая внутренними конфликтами в частях. Все эти проблемы необходимо решать сообща, уверены собравшиеся. Затронули также тему патриотического воспитания в школах. В школах у нас раньше было НВП, где показывали, часы больше были, а сейчас ОБЖ. То есть практически часов нету. И вот материальная база слабая. Вот если бы это было красиво, да, тот же кабинет, побольше часов, разборка автоматов. Если вы помните, вплоть до того, что вы выходили, там какие-то зорницы были, мы стреляли по 3 патрона, там, ну как-то это было. Был разговор, давайте проведем в школах беседы, чтобы был интерес у наших ребят. Как вы должны инициативу проявлять, а мы будем с вами рядом стоять, помогать вам. Это наши ребята, на их бросать нельзя никуда. Также вот Ростовская область, где я учился, гражданский вуз. Там есть возможности с ректором знакомые, с ними знакомые. Мы можем попросить, чтобы места какие-нибудь выделили. Встреча прошла в теплой и непринужденной обстановке. Поделившись своими мыслями о популяризации военного дела в Ингушетии, собравшиеся пришли к выводу, что необходимо больше внимания уделять агитационной деятельности. Благо примеров людей, сделавших достойную карьеру военного, у нас предостаточно. Тамилан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24.